же дала рубль. А ты никому не скажешь? Честное слово. Спектакль по повести Анатолия Крыма «Левушка». Действие происходит под Киевом, 1964 год. Маленький мальчик растет в семье, где две бабушки разной национальности. Одна еврейка, другая православная украинка. Вообще, спектакль про возвращение в детство. Такой билет в детство, чтобы окунуться в то далекое время, для кого-то не очень далекое, вспомнить ту атмосферу детства, которая была. И, во-первых, наверное, обратить внимание на близких, которые вокруг тебя находятся. То есть первый посыл, наверное, спектакля – это не забывать семью, свои корни, родственников. Почему? Потому что зачастую в сегодняшнем мире у нас происходит такое, что часто забывают о близких родственниках. Не говоря уже о бабушках, о родителях могут забыть, не позвонить, не приехать, не навестить, не поздравить. А здесь такой вот микс, наверное, такой вот момент, когда родители не воспитывают самого непосредственно героя, воспитанием занимаются бабушки. И когда бабушки уходят, насколько важно это становится главному герою. То есть после ухода этих бабушек он понимает, что жизнь, которую посвящали бабушки ему, не просто так. То есть они преследовали какую-то цель, и они выполняли свою миссию для того, чтобы открыть дорогу в мир этому маленькому мальчику, который, скорее всего, потерялся. И вот в конце у него такое открытие, что бабушки не просто водили его, одна в церковь, другая в синагогу, а ему показывали путь, какой дорогой можно пойти. И он этот путь в конце, наверное, скорее всего, осуществляет, но это решать уже зрителю, куда девается в конце главный герой. Витька будет бандитом. А я кем? Ой, а ты у нас будешь доктором. Будешь лечить бабу Дашу, когда она станет старенькой и больной. Левушка изначально, он такой, капризный, наверное, такой шаловливый. То есть его изначально цель была собрать какую-то кругленькую сумму. Вот. Поняв, что деньги, ему, в принципе, не особо нужны, он начинает поиски своих дедушек, которые не вернулись с войны. Для себя я уяснила один момент, то, что никто не вечен. И родители, естественно, тоже не вечны. Нужно ценить момент, ценить ту любовь и поддержку, которую дают нам сейчас родители, близкие, родственники. И чтобы потом мы не почувствовали тяжесть вообще, в принципе, что мы что-то упустили. Выпадают в жизни каждого проклятые дни, когда ты теряешь родного человека. Вот и бабушка Даша отмучилась после удара. Задействованы студенты нашего университета от 1 до 4 курса. У кого-то этот год заключительный, потому что они в этом году уже выпускаются. У кого-то, получается, это дебют сегодняшний. Я думаю, после погружения в спектакль, следующий спектакль им будет даваться легче, потому что они уже будут знать специфику работы, будут чувствовать атмосферу сцены, и уже с ними будет легче работать. Потому что постковид уже дал о себе знать, потому что кто-то выпустился, кто-то нашел себе работу, и остался какой-то небольшой костяк, добавились новые ребята, и вот с этим коллективом мы уже продолжаем работать дальше.